Привет, друзья! Сегодня принесли мне бампер от Мерседеса. Так вот, низ, короче, ему оторвало. Здесь вроде еще что-то там держится. А этой стороны вообще нету. Весь поломанный, весь сломанный. Тут вообще куска нету. Короче, низа нету. Вот тут вот все сломано. Такой, короче, он тонкий, халабудный. Я не знаю, что там Мерседес делал в свое время. Не для нашей страны. Вот, нашел бампер 9. Попробую соединить, короче, мерседесовский бампер и 9. Не знаю, как так губу эту сделать. Припаяться, приклепаться. Потому что новый стоит. Новый бампер, ребят, стоит 30-ку. Не новые, ребята, с разбора стоят 30-ку. Царапанный тоже, там, под ремонт, короче, под покраску. Вот, ну попробуем, короче, сделать. И поглядим, что получится. Так, первое хочу сделать. Хочу отпилить низ от вот этого бампера. И попробовать приставить к этому мерседесовскому. Что получится. Вот эта губа, как бы она целая, ровная. Вот, по размеру не знаю, как там подойдет. Придется перегибать, выгибать. Ну, ничего лучше не нашел. По помойкам. Берем, ребят, ножовку для дерева обычную. И выпиливаем ту часть, которая нам нужна. Пилится, короче, хорошо ножовкой. Есть хорошая ножовка, вообще классно. Все, вырезаем то, что нам нужно. Так, ребят, вот я отпилил. Вот у нас как получается. Вот так вот. Немножко уже. Ну, попробуем мы его изогнуть, растянуть. Так что типа того. Вот, ребят, мастырю дальше. Значит, вот такой хаос тут. Старый бампер, новый бампер. Инструмент валяется. Вот, короче, получается, я его немножко поднял, чтобы не цеплял везде Мерседес передним бампером. Вот такая вот картина вырисовывается. Постараюсь сделать как-то так вот, типа того. Пока еще предварительно наброски набросала. Губа такая вот будет. Еще дел до хрена. Ну вот типа такого вот стараюсь сделать. Вроде как что-то вырисовывается. Что-то начало вырисовываться. Так, ребят, вот я мастырил. Вот так вот получается. Пока. Значит, здесь я пока закрепил на саморезике. Придавил, как оно будет выглядеть. Вот и здесь два. Попробовать, как оно. Что? Пришлось разрезать, потому что длины не хватает. Это 9-очный бампер, он меньше по размеру. Поэтому пришлось разрезать. Здесь надо будет вставлять вставку. Вот. Ну, пока это еще до этого далеко. Вот. Потому что запаивать много. Здесь запаивать. Тут вот я пока сдавил немножко. Тоже запаивать все надо. Короче, поломано сильно. Здесь все поломано. Как бы буду заполнять чем-то. Так, продолжаем дальше. Смотрите, я нашел середину, еще такой же бампер. Вырезал кусочек, сюда вставил. Вот, закрепил его. Так, закрепляем на клепки. Вот они, клепки. Все, оно жестко. Нам нужна жесткая конструкция, чтобы запаяться, чтобы вот это вот шов, где идет, он не лопнул, когда покрасим все. Вот, поэтому как можно крепче закрепляем и еще потом спаяем все это дело. Вот. Так, здесь тоже, где вот это у нас идет соединение, вот это соединение, где идет бампера,
тоже жестко скрепляем. Вот на клепке я скрепил. Клепки утапливаю, чтобы потом намазать химпрополом и затереть, чтобы их не видно было при покраске. Нам главное сделать жесткую конструкцию, чтобы когда, например, зацепит где-то, вот в этом месте не лопнула краска. Вот, мы тоже все это спаяем. Вот, что, ну, так, сейчас я покажу, как утапливать клепки. Так, чтобы у нас держалась вот эта вся конструкция, крепко, я беру, например, здесь я покажу сейчас, железочку изнутри на клепке сажаю, здесь тоже. Еще здесь надо посередине, можно сплошную делать, как бы, кто как делает, можно участками. Вот, берем железочку, там любую пластину, вырезаем, сверлимся. Я вот нашел такую какую-то скобу, вот. Она прочная, жесткая, то есть ее не согнуть. Вот. Вставляем изнутри и сверлимся, где будут у нас клепки. Все просверлено. Теперь смотрите, я взял сверло, вот, и заточил его, как бы оно должно быть острое, я затупил край, оно также осталось резать, только плоскость у него другая, то есть вот такая вот, ну, тупее, короче, сверло. И вот где мы просверлились, в этих местах вот так вот делаем. Не до конца, только до того момента, чтобы утонула клепка. Вот смотрите, получается вот так вот. Вот так вот получается. Вот она наша клепка. Вот она вот там вот тонет. Видите, то есть получается глубже. Вот, смотрите. Туда утапливается и все, она не торчит. То есть мы можем ее запаять, замазать. Ее не будет видно. Все, таким образом скрепляем. Изнутри получается вот так вот. То есть здесь я с ребром жесткости взял. Пластины, они вообще колом стоят. То есть вот здесь шевелиться, даже если где-то зацепим, допустим, бампером, шевелиться ничего не будет. И эту также. И тут также пластин. И сейчас сюда такую же сделаю. Вот. И изнутри это не видно, а снаружи, когда все замажем, не будет видно. И будет жесткое соединение вот этого бампера одного и второго. Вот. Продолжаем. Так, ребят, мы закончили с клепанием. Дальше переходим к пайке. Впаивать будем там, где места есть лопнутый бампер. Там будем впаивать сеточку. Сейчас я покажу. Так. Вот у нас так вот получилась конструкция. Это все как бы затрется. Еще подпаяем. Вот здесь у нас лопнутая. Будем изнутри впаивать сеточку. Тут клепать не получается, потому что тут конструкция этого бампера. Как бы и не подлезть, и очень тонко здесь. Поэтому придется нам запаять изнутри, ну и снаружи, естественно. Вот, и вот эти все элементы, которые вот у нас потеряны. Вот это все надо будет придумать под бампер. Под фару противотуманную и так далее. Вот, будем думать. Так, что хотел показать-то.
Сеточку я беру вот такую. Вот это, сейчас получше видно, вот. Сеточку беру такую, это с колонки, аудио любую, как бы она жесткая. Вырезаем ножницами. Ножницами вырезаем по металлу. Вот такие у меня советские еще. Вот. Большие куски не вырезаем, потому что очень впаивать трудно. Поэтому полосочки вырезаем и аккуратненько. Да, долго получается. Вот, но эффективно. То есть в том месте уже как бы будет крепкая конструкция. Вот. Ну все, продолжаем дальше. Так, ребят, вот берем, вырезаем вот такие пластиночки из сеточки этой. Вот видите, из вот этой сетки я отрезал пластиночку. Вот, большие не вырезаем, потому что тяжело впаивать. Вот наша трещина. Вот она идет. Нам надо ее зафиксировать, чтобы она уже никуда не шла. Вот так вот отверточкой поджимаем. И берем паяльник. И паяльником туда ее утапливаем. Слишком сильно не утапливайте тоже, потому что может вывалиться с другой стороны. Так вот прислоняем, он нагревает сеточку, и она туда утапливается. И отверточкой поддерживаем, пока она не застынет. Вот видите как? И она хорошенечко там фиксируется. И получается очень крепкая конструкция. Вот, я больше там много разных способов как бы ремонта бампера. Но я склоняюсь вот к такому, исходя из опыта, и так как я делал на заклепке. Вот видите как получается? Она туда утапливается. Заклепки самые эффективные, мне кажется. Там и клеют, и бокситкой. Бокситка тоже неплохо. Тоже мороки до хрена. Можно сверху еще зафиксировать, бокситкой будет. Вот. Ну, наклепки, если ты заклепал, и конструкция, рама, так сказать, крепкая. Вот видите, как получается. То есть у нас сеточка получается внутри пластмассы. Все, немножко держим, чтобы она подостыла. Вот смотрите, как у нас получилось. Вот. Сеточка получается там внутри. И она крепко держит бампер. То есть, ну, такая конструкция как бы довольно-таки эффективна. Вот. И также я впаял вот здесь вот две сеточки. Здесь паял и здесь паял. Вот. Она уже никуда не денется. То есть уже халабуды нету. Крепко держится. Ну вот в таком духе, короче, паяем все места, где лопнутый бампер. Так, ребят, продолжаем дальше. Значит, когда мы все зафиксировали, припаяли где надо, вот, все крепко у нас держится, ничего не шевелится, приклепали, с этой стороны тоже. Все, я все приклепал, припаял, все, колом она стоит, вот эта часть, то есть вот это, где мы соединяли, все, она колом, она не шевелится. Это сделано для того, что если вдруг зацепится где-то человек, там ударится, да, чтобы не лопнула краска в этом месте. Так, берем наждачку. У меня вот такая Мирка 400. Вот, и водичка. Просто водичка чистая. Значит, перед тем, как наносить шпаклевку, вот эти вот все места, да, мы будем здесь наносить, немножко выравнивать. Да, тонко, надо выровнять как можно лучше поверхность, чтобы слой шпаклевки был максимально тонким. Вот, тогда будет лучше держаться и дольше. Так, ну перед этим, перед нанесением нам надо все заматировать. То есть вот эту краску, где будем красить, наносить, все
это все замотировать, чтобы когда нанесем шпаклевку, если мы не замотируем, то придется ее мочить. То есть она так или не так намокнет, но лучше не мочить. Я как бы не мочу шпаклевку, поэтому я предварительно матирую все полностью, а потом уже наношу шпаклевку. Ну, грунтую и так далее. Вот, берем, значит, мы 400-ю. Меньше не надо, то есть крупнее не надо. Вот, можно, конечно, 500-ю, 600-ю, как бы, ну, на выбор. Мне нравится 400-я, и краска ложится, прилипает хорошо. Адгезия хорошая, как бы, ну, и 600-ю. Я иногда использую 600-ю. Вот вверх можно пройтись, где видно, когда человек постоянно смотрит на верхнюю часть, чтобы краска лучше легла, можно и 600-ю использовать, там, 500, 600-ю. Ну, сейчас замотируем 400-й. Так, ну все, начнем. Друзья, еще такой момент, вот как раз сейчас я увидел. Вот, если есть где-то на бампере. Так, где у нас? Короче, если есть паутинка, расходится. Бампер придавили, допустим, да, и вот такая вот. Ну, настраивайся. Вот. Если есть вот такая вот паутинка, ее вышлифовываем до конца, прям до пластика. Потому что если мы ее не зашлифуем до конца, не уберем вообще полностью, потом при покраске оно проявится. Вот здесь такая же вот паутинка расходится. Короче, вот эти все моменты учитывайте, потому что при покраске через какое-то время оно разойдется, если не зашлифовать. Так, после того, как замотировали, вот мы видите, мы все замотировали здесь, подготовили вот эти поверхности. Прям болгаркой я прошелся аккуратненько. Вот. Это все ободрал. Все полностью, краску снял полностью снизу. Вот. Это все подготовил. Вот. Покрупнее наждачку берем там, ну я обычно 8 беру. Вот тут расшлифуем, тут тоже будем наносить шпаклевку. И вот эти все, где возле клепок, тоже все расшлифовываем. Наждачки покрупнее, для того, чтобы прицепилась шпаклевка. Дальше берем шпаклевку. Так, буду использовать шпаклевку Jetta Pro. Такая вот она мне как бы нравится. Она и перетирается легко. И довольно-таки гибкая. Можно использовать на бампер, но у нас как бы я подготовил хорошо бампер, ничего не гнется. Поэтому как на кузов, так и на бампер буду наносить вот эту шпаклевку Jetta Pro. Так, друзья, вот получилась такая субстанция. Она вот такая вот кофейная, что ли, светлее, короче, белая. Вот. И аккуратненько, потихонечку наносим. Протираю я перед этим, перед нанесением 47-м растворителем. С первого раза не получится нанести, чтобы было ровно-ровно, поэтому будем наносить несколько раз. Так, вот мы все намазали. Вот смотрите, как получилось. Все те места, где у нас соединение идет. Вот так вот по всей длине. Все замазали, где паяли, замазали. Вот. И здесь также. Все, короче, полностью мы нанесли шпаклевку на те места, где она нужна. Вот таким образом. Все, ждем, пока высохнет. Так, друзья, наша шпаклевка высохла. Вот она. Все твердое. Вот. Теперь ее надо обработать. Обрабатывать мы будем
Значит, сначала машиной. Вот 120 шкурка. Сначала мы сгладим это все, потом доведем шлифком. Тут 8 у нас. Вот. Работа пыльная, грязная, поэтому я переоделся в рабочую одежду и буду использовать тремусскую маску с такими фильтрами от пыли, чтобы шпаклевка, пыль от шпаклевки не летела в дыхательные пути. Вот. Ну, начнем обрабатывать. Так, ребят, вот мы нанесли шпаклевку. Смотрите, все гладенько, все выровняли. Вот все места, где было поломано, где соединяли мы бампер. Вот так вот. Везде все красиво, выровняли. Значит, проходим сначала 8, когда снимаем слой шпаклевки. А потом сверху уже, когда сняли, выравниваем 240. 240, на нее грунт будет ложиться хорошо, прилипать будет хорошо и будет закрывать все риски, которые остались. Грунта можно ложить 2-3 слоя, в зависимости от дефектов. Он как бы не очень жидко разбавлять, и он скроет и заполнит все поры шпаклевки. С грунтом особо можно не заморачиваться. Можно наносить прямо в гараже, обычным пистолетом, какой есть. Вот, потому что он будет перетираться и сглаживаться. Вот, это не покраска. Я нанесу грунт и все. Покраска будет осуществляться позже. Вот. Клиент сказал просто нанести грунт, пока поездит с грунтовым бампером. Так, пойдемте посмотрим, какой у нас есть грунт. Так, друзья, сначала нанесем, где у нас пластмасса чистая. Вот грунт по пластмассе. Он такой, как водичка. Его сверху немножко наносится. Закрывается как бы сама пластмасса, чтобы была адгезия. Хорошо все прилипло. А потом будем наносить вот такой грунт акриловый Jetta Pro. Вот. Но перед тем, как наносить все это, мы протрем антисиликоном. Антисиликон — это как бы легкий растворитель. Можно и растворителем протереть, как бы. Ну, если есть силикон такой, или есть возможность купить такой силикон, пожалуйста, 1000 рублей или сколько там, 400 рублей, 500 рублей, не знаю, в зависимости от марки. Вот МИПа, ну, рублей 500 стоит, как бы. Его надолго хватает, и перед тем, как наносить грунт, протирать его. Так, друзья, берем МИПу. Наносим на тряпочку обычную и протираем. Все места, куда будет грунтоваться, попадать грунт. Таким образом. Все, когда протерли, руками больше не трогаем. Так, даем высохнуть минут 15. Вот, дальше берем грунт по пластику. Его взбалтываем хорошо. Напоминаю, он как водичка, может потечь, поэтому наносим сдалека. И на вот эти детали. Давление я сделал где-то 3, чтобы не сильно пылило. Много не надо. Ну-ка попробуем. Вот. Все, не сильно напылили. Моем пистолет и готовим грунт. Так, ребят, когда у нас все дело это подсохло, готовим грунт обычный, вот, под покраску, и поливаем. Поливаем также, начинаем с краев, а потом плоскости. Так, ребят, все, я с бампером закончил.
Вот, загрунтовали мы его. Отдаем грунтованный. Фары одел. Накладки одел. Вот такой вид. Все мы загрунтовали. Вроде бы неплохо получилось. Сеточку одел эту. Все, красить я не буду. Отдам грунтованный. Ну вот как-то так. Все, друзья. Всем удачи. Всем здоровья. Пока.